Свыше полусотни дворов этим летом будут благоустроены в муниципалитетах Коми в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Работы во многих городах и районах уже стартовали. Этому благоволит и погода. Наконец в регион пришло тепло. О том, что уже успели сделать в Ухте и что планируют в ближайшие 3 летних месяца, расскажет подробнее Виктория Науменко. Ремонтные работы в этом году начались позже обычного из-за погоды, майского снега и ливней. В дождь не работаем, поясняют подрядчики. Первые дворы из десятка запланированных начали ремонтировать только на прошлой неделе. Двор на Комсомольской 7/10 в числе первых. Главная задача здесь заменить асфальт и бордюрный камень. В некоторых дворах установить еще и дополнительное освещение, урны, скамейки. Список работ жильцы выбирали сами. Если общественные территории для благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды определяли народным голосованием, то список дворов был сформирован еще в 2016 году. Именно те, которые первые в рейтинге стоят. Мы таких и делаем. Потому что, не совсем было бы правильно людей, если они там подали заявку, были 5-е, а их вдруг отправлять на 100-е, потому что надо какой-то другой двор. Это на общественной комиссии мы все вместе принимали такое решение, что будет формироваться перечень, и он будет идти независимо от годов, когда это было, а именно идти от того самого первого дня. Войти в программу по инициативе жильцов можно и сейчас. Составить примерный план благоустройства, утвердить его на общем собрании жильцов, подать заявку и согласовать проект в администрации. При этом земельный участок многоквартирного дома должен иметь кадастровый номер. Но очереди в этом случае придется ждать. Наконец-то у нас очередь зашла. Мы в 14-м заехали, уже были на очереди. Я 12 лет живу, и ничего никто не делал. Ждали небольшого благоустройства, конечно. Кроме ремонта дворовых проездов, в Ухте этим летом запланирована масштабная дорожная кампания. Ямочный ремонт уже стартовал. В приоритете дороги, за них берутся в первую очередь. Дорожно-транспортные происшествия также, конечно, происходят из-за выбоин. И поломки машин, и нанесение материального вреда владельцам машин и, конечно, автотранспортным средствам. Поэтому, конечно же, в первую очередь это дороги. Тротуары где-то уже летом, август-сентябрь месяц мы уже начинаем частично где-то ремонтировать тротуары. Закрывать жалобы, которые к нам поступали. В этом году в Ухте проведут частичный ремонт подъездной дороги и улицы Дорожной в поселке Водный в рамках проекта «Народный бюджет», расширение проспекта Ленина на перекрестке с проспектом Космонавтов. Мы сейчас досчитали смету, у нас общая сумма получилась вместе с расширением Ленина и с ИДН 35 миллионов 80 тысяч рублей. На эту сумму мы ходим. Это участок улицы Юбилейная от 30 октября до проспекта Космонавтов, Синякова от проспекта Космонавтов до машиностроителей и Советская от Космонавтов до Пионергорского проезда вместе с перекрестком. Кроме того, этим летом продолжится ремонт 8 километров дороги Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар. От перекрестка улиц Куратова и западная в сторону микрорайона Югер. Работы начали осенью прошлого года. Тогда подрядчик Сосногорский спецавтодор выполнил на участке часть работ, но из-за погоды окончить их не успел. Ремонт данного участка идет на средства республиканского бюджета по заказу Управления автомобильных дорог Республики Коми. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.